Всем привет! Мы снова на рыбалке. Сегодня 29 июля. На улице жара, 33 градуса. Время 15:20. И мы с вами будем пробовать ловить головля. Значит, я уже кидаю минут 15-20. Была одна головлиная поклевка. Сейчас начну сплавляться потихонечку и облавливать левый берег Мокши. Ну, по старой схеме, нахожусь в старом месте, мы уже с вами рыбачили на этом месте. Ну и посмотрим, может быть, удастся сегодня поймать хорошего головля. Не переключайтесь. Хорош. Иди сюда. Щучка, что ли, блин? Ух, сошла. Щучка была. Ну, маленькая. Че, кидаю уже часа 2, наверное. Вот это была вторая поклевка. Первая в начале рыбалки, пока камеру еще не ставил, была головлиная поклевочка у меня. И сейчас щурок. И все, поклевок нет. Река молчит, всплесков нету. Много отдыхающих, жара, все купаются, гоняют на катерах. Наконец-то, ребята. Опаньки. Все-таки поймал. Уже все, уже устал, уже сижу. Думаю, ничего уж и не клюнет, блин. А нет. Клюнул. Ай, блин. Ай-яй-яй, крючок в палец воткнулся. Ёпарасоте. И подсачник еще уплыл. Стоять. Ну и так бывает, черт подери, блин. Не пристегнул его, блин, к этому, к лодке. Ну что, вот такая вот рыбка клюнула, ребята. Значит, воблер Strike Pro. Вот такой вот диповый. И, наконец-то, голавлик. Но на самом деле я только подхожу к более интересным местам. Будем надеяться, что это была не последняя поклевка. Сейчас мы его взвесим и отпустим. Так, ну что, дорогие друзья, весы не работают, взвесить не удалось, поэтому просто отпускаем.
Все, убежал. Ну, продолжаем дальше. Так, ребята, произошло нечто страшное. Произошла, значит, поклевка. И после подсечки рыба посопротивлялась немного. И вот что ко мне пришло. Лопатка отломалась от воблера. А воблер остался во рту у головля. Вот это да. Вот оно что. Вот оно как бывает. Ну ладно, что. Поставим другой. И окушок вот, пожалуйста. Мне кажется, это первый окунь намокший, который я в этом году поймал. Вот такая рыбешка. Значит, кидал сейчас, вот была поклевка, когда воблер сломался. Поменял, поставил Strike Pro другой раскраски, кидал, не было поклевок. И сейчас на Касадаку Ravен XL40F сразу же после смены воблера на первой же проводочке сел вот такой вот окушок. Отпускаем. И вот еще одна поклевочка, ребята. Да ладно. Да ладно, ребята, это судачок. Да ладно. Ребята, это судак. От кого? Но судачка я здесь увидеть вообще никак не ожидал. Так, сейчас сфоткаю и отпущу. Так, ну что, отпускаем. Поклевка, значит, произошла тоже опять на Касадаку Ravен. Вот на такой вот. И вот такой вот судачок. Да, смотрите-ка, ничего себе. Отпускаем. Все, убежал. Крутяк. Вечерняя рыбалка началась. Ой, господи. Ладно, продолжаем. Покидаем еще. Может, еще что-нибудь клюнет у нас. Ребята, еще поклевка. Все с одной точки. Хороший голавлик. Оба. Вот это да. Тихо. Значит, с одной точки мы поймали два головля, одного окуня, судачок. И одна поклевка случилась так, что воблер сломался. Как это произошло, понятия не имею. Может быть, он как-то в коробочке повредился. Либо где-то на кустах сдергивал, он треснул, я не заметил. Не знаю, но пришла одна лопатка. И вот еще один голавлик у нас в подсачнике. Значит, весы вроде я тут налаживал. Сейчас попробуем взвесить. Так, сейчас достану весы, взвесим его и отпустим. Значит, герой сегодняшней рыбалки у нас воблер фирмы Касадака
Ravен XL40F, ребята. Вот этот воблер сделал сегодняшнюю рыбалку, но которая еще не подошла к концу. Так, сейчас взвесим и отпустим. Так, голавлик весит 690 грамм. Очень хорошая, бодрая поклевочка произошла. Я доволен. Все, отпускаем. Хорошая рыбка. Спасибо за поклевку, братан. Ну что, покидаем здесь еще немножко, наверное, и потом будем спускаться. Есть еще там интересные местечки у меня. Произошло. Я, значит, забросил и сижу, пью воду. И спиннинг между ног зажал на всякий случай, блин. И что вы думаете? Поклевка на. Поклевка, ребята. И вот такой вот голавлик. Значит, я забрасываю, сижу, пью воду. Спиннинг у меня, но чуть-чуть не выпрыгнул, блин, это из лодки. Хорошо ногами, блин, зажал на всякий случай. И разловил диповый гипноз. Я их кидаю, что-то, блин, и у меня на них поклевок нет. Думаю, заброшу, блин, пускай это. И хотел точку сейчас уже как бы менять. Все, убежал. Хотел уже переплывать, думаю, сейчас попью водички и смещусь немного. Чудо. Вот на такой воблер. Фу. Ну все, сейчас буду смещаться чуть-чуть подальше. Так, ребята, не смещаюсь я пока, все на этой же точке нахожусь. И это у нас уже жерешок, ребята. И очередной разловленный воблер из моей коробочки. Это у нас, значит, мегабас. Вот такой вот он для форелевой рыбалки, было на коробочке написано. Рыба активизировалась, вечерний клев. И вот такой вот жерешок на мегабас клюнул. Сейчас сфоткаем и отпустим. Так, ну что, отпускаем. Мегабас Бэби Грифон с безбородыми крючками разловил. Первая рыбка на его счету. Да черт побери, покидаю здесь еще немножко. Может, еще что-нибудь клюнет. Так, ну что, все-таки я покинул эту точку. Значит, вон там я кидал. Сместился чуть-чуть пониже, ближе к машине. Солнышко садится. Будем пробовать. Еще покидаем и домой. Сейчас тоже буду менять воблеры. Я думаю, что на что-то еще и клюнет. Поставил косодаку опять. Ревен. Может быть, получится на нее еще что-нибудь поймать. Ага, получилось поймать. А нет, я думал зацеп. Глухой. Зацеп-то был, но, слава богу, не глухой. Здесь вот хорошее место. Такое явно головлиное. Ну, укрытие. Только положить туда бы. Ой. Давай.
Нет, нет никого. Положил нормально, но поклевка не произошла. Угу. То недоброс, то переброс. И косодака не подвела, ребята. И косодака не подвела. Опа, и еще один голавлик. Ух. Вот такая рыбка. Тихо, 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 тихо. Так, карцанг понадобится. Эх, разговаривает. Он ничего себе разговаривает. Да сейчас отпущу, тихо. Ничего себе разговаривает. Говорящая рыбка. Все, вот такой голавлик. Красавчик. Отпускаем. И снова на косодаку, ребята. Отлично, отлично. Покидаем еще. Продолжаю смещаться к машине. Сейчас вот опять поставил косодаку Равен. И на первой же проводке была поклевка, но рыба почему-то не засеклась. Характерный головлиный ударчик был. Фрикцион завизжал, но почему-то не попалась. Да, накололся, наверное, убежал. Но сейчас попробую еще здесь покидаю, может, доловлю его. И вон за теми кустами надежда есть поймать рыбу. В прошлом году там удачно я прям тоже 5 штук снял с одного места, но это уже ближе к осени было. На камеру клевать не хочет, ребята, блин. Если вы думаете, что на камеру легко поймать, это не так. Ну, конечно, если только попасть в хороший клев. Когда клюет на каждом забросе. А тут кинешь, блин, раз 100, блин, дай бог поклевку, чтобы в кадр попало. Ну, попробую сейчас еще воблерочек, может быть, поменяю, другой еще какой-нибудь покидаю и буду продолжать смещаться к машине. Осталось чуть-чуть. Стараюсь облавливать основательно,
Меняю воблеры, заглубление воблеров меняю. Ну, и кто-то звонит. Смена воблера дала результат, ребята. То бишь, это удалось его доловить, этого голавлика. Значит, клюнул он первый раз вот на косодаку, на равен, а второй раз уже, ну, я покидал, не клюет. Мне тут позвонили, и я решил сменить воблер, поставил. Опа. Так, поставил я, господи, память уже отбила. Воблер спрут. Вот такой вот поводок. Все придется менять сейчас. Unicrank DD36F. Вот такой вот. То бишь сменил приманку, и сразу же на первой же проводке отозвался голавлик. То бишь первый раз он понял, что тот воблер есть не надо. А второй раз уже ошибся. И мы его поймали. Отпускаем. Хорош такой, со свечками тут прям выкрутасы вытворял. Так, ну чё, зато поводок он мне вот что сделал. Придется менять поводок. Решил заканчивать рыбалку на сегодня. Сейчас вот до машины пойду с пламом, покидаю. Может, что-нибудь получится поймать. Время уже 20 часов. Завтра поедем снова на рыбалку, только уже в другое место. Лодку с мотором брать не буду. Опять все вот так же вот сложу сейчас в багажнике, чтобы ничего не менять. А в следующие выходные поедем, значит, с мотором уже, наверное, в Рязанскую область, на Мокшу. И будем ловить на джиг. Пришел мне новый комплект. Спиннинг, катушка, плетенка новая. И, значит, пришел мне новый современный эхолот. Ничего не стал я там распаковки никакие делать, снимать. Посмотрим все это дело на воде. И спиннинги, и катушки, и эхолот. Так что вот такие пироги. Вниз по течению, вот за проводами, бурный перекат. В прошлом году я на нем активно рыбачил, в этом году что-то руки не дошли. Рыбачу вот выше переката. А может быть, есть смысл, может быть, голавль держится на перекате сейчас. Это можно узнать только экспериментальным путем, ехать и ловить на перекат. И возле переката держится ясь. В прошлом году мне попадались там язи. Может быть, как-нибудь выберусь, попробую их там половить. Ага, вот была потычка. Давай, догоняй, догоняй. Несколько ударчиков сейчас было. Но не взял. Все, уже подходим к машине. Сейчас переезжаю на другую сторону и сворачиваюсь.